Строящийся в столице Чувашии собор святого преподобного Сергия Радонежского начинает жить молитвенной жизнью. Первые богослужения здесь совершили в пасхальные дни. Здесь пока нет никакой отделки, но даже непосвященному ясно, где будет главный алтарь, а где будет петь хор. Люди собираются на первое богослужение заблаговременно. Событие привлекло многих. Оно долгожданное, собор строится 8 лет. Неделя светлая. Всех объединяет пасхальная радость. И символично, что именно в эти дни под сводами строящегося храма впервые звучат жизнеутверждающие песнопения. Отец Антоний и отец Максим служат яркую пасхальную утреннюю. Среди молящихся люди всех возрастов, много молодых. Старательно подпевают хору и самые маленькие. Настоятелем собора Сергия Радонежского совсем недавно назначен иерей Антоний Ванюшкин. Ему 34 года. Окончил Нижегородскую духовную семинарию и Нижегородский педагогический университет. 8 лет служит в Покровско-Татьянинском соборе. В епархии возглавляет отдел по делам молодежи. У него 3 детей. Теперь молодому священнику выпал непростой крест – собирать приход и достраивать собор. Господь непременно дает силы на благочестивую жизнь. И мы, именно, наверное, отчасти даже в нашей стране, стараемся нашу веру не просто сохранить, а ее приумножить. Собор будет 4-престольным. Главный предел, где сейчас совершается богослужение, будет посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Но первым действующим станет Нижний храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Там сейчас идут подготовительные работы. Нужно провести множество работ в Нижнем самом храме. Получается, отделать стены, пол, поставить иконостас, который у нас уже готов, и мы готовы его привезти сюда, выставить его на месте и расписать стены, повесить все убранство, которое необходимо для того, чтобы там совершать службы. В этом году должен измениться и внешний облик храма. Он должен быть в бело-зеленых тонах, в преподобнических. Верующие будут помогать храму не только пожертвованиями. Главное, что нужно сейчас – молитва. Мы будем собираться в каждую среду в 17:30. Будем совершать молебны, где-то, может быть, по необходимости панихиды, ну и, может быть, будем, так скажем, в походных условиях совершать и божественную литургию. Первая служба совершилась. Те, кто не успел на нее, может начать со следующей среды, чтобы помочь величественному собору обрести свой настоящий облик. Зинаида Паршагина, Вести, Чувашия.